Реальная ситуация на фоне красивых картинок. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане отбирают землю, просто потому что ты бедный. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Земля постепенно переходит в руки богатых людей, а бедные, потеряв источник существования, подаются в трудовую миграцию или превращаются в чорякорры, наемных работников у богатых. В сельской местности Таджикистана, где проживает более 75% населения страны, главный интерес представляет земля. Специфика сельской местности в том, что человек так менее защищен от произвола ответственных или просто денежных людей, которые занимаются земельным бизнесом. И хотя борьба с коррупцией сейчас ведется на всех уровнях, избавиться от этого явления очень сложно. Сводки Генпрокуратуры, МВД, антикоррупционного ведомства часто пестрят сообщениями о нарушениях в земельной сфере, но все равно вопрос о справедливости распределения земель остается открытым. К тому же, поскольку земельные угодья в стране ограничены, выделение участков как для выращивания продукции, так и для строительства домов давно стало источником наживы для недобросовестных чиновников. Существуют так называемые серые ставки. Одна сотка земельного участка в орошаемых землях стоит от $1000 и выше. Этот коррупционный рынок торговли землей президент Эмомали Рахмон ранее называл неизлечимой болезнью Таджикистана. Всего в Таджикистане в пользовании сельскохозяйственных предприятий находится более 6,9 миллионов гектар, из них используется чуть менее 5 миллионов гектар. Малейшая несправедливость в распределении земельных ресурсов может привести к социальной напряженности. Последним примером может служить земельный спор между близкими родственниками в Мачинском районе, который в прошедшем месяце привел к тому, что одного из них ранили вилами. Родные братья и сестры не смогли поделить между собой 5 гектаров земли. Как вы относитесь к такой ситуации в стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Таджикистане сегодня земли сдаются в аренду по очень сложным и непрозрачным схемам. Это приводит к тому, что богатые люди начинают вытеснять бедных с их земель. А тут еще и пандемия ударила по и без того низким доходам, заставив местных жителей ожесточеннее конфликтовать за сельскохозяйственные угодья. Все знают, что колхозные земли при развале Советского Союза выделили в долевые участки. Каждый житель села получил свой земельный пай. Кто-то оформил, кто-то не смог. Так получилось, что их доли перешли к другим. Интенсивный рост населения, ограничения на выезд в трудовую миграцию из-за пандемии, тотальная неофициальная безработица в сельской местности на фоне ограниченных земельных ресурсов породил большой теневой рынок купли-продажи земли, хотя участки считаются исключительно госсобственностью и торговля ими запрещена законом. Доктор юридических наук Бахадур Раззоков ранее предупреждал, что земельный вопрос в Таджикистане очень сложный и проблемный, поскольку чиновники с самого начала пренебрегли его урегулированием. Например, фермер Мухаммад Амин рассказал случай, когда группа незнакомых людей пришла к нему и заявила о своих правах на его участок. Они показали кучу документов, подписанных и заверенных печатью должностных лиц, и старались доказать свое право. Однако Амин смог доказать свою правоту в инстанциях и сохранил свое хозяйство. Сегодня многие пайщики республики жалуются на захват их земель со стороны богатых фермеров. По словам некоторых из них, в Таджикистане так много неучтенных земель, что комитету землеустройства нужно заново измерить и инвентаризировать всю землю. Богатые фермеры, поддерживаемые властями, обычно имеют лишние земли, неучтенные нигде. Эти участки, как правило, захвачены у пайщиков, которые бессильны в борьбе против таких людей. А вы сталкивались с этой ситуацией? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!